Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. И сегодня в выпуске. Абхазский государственный университет и Московский государственный институт культуры подписали соглашение о сотрудничестве. Завершилась совместная программа ЕС и ООН по улучшению среднепрофессионального образования в Абхазии. Почему железнодорожник Гиви Зантария стал главным героем документального фильма? Об этом расскажут наши корреспонденты. Начнем выпуск с указов президента о награждении ордена Махцапша за вклад в укрепление дружественных отношений между Абхазией и Кабардино-Балкарской республикой, активную общественную деятельность. Указом президента Аслана Бжаня Инга Гучапшева награждена орденом Махцапша третьей степени. За большие заслуги перед Отечеством в период Отечественной войны народа Абхазии и послевоенное время Киуд Валерьян Николаевич награжден орденом Махцапша третьей степени посмертно. Около 2000 жителей Абхазии с августа текущего года обратились за помощью к военным медикам мобильного многопрофильного госпиталя, развернутого в Сухуме, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Амбулаторное лечение прошли 1058 человек, госпитализированы 95 граждан, вылечено 535 человек. Также за этот период в мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено более 10,5 тысяч различных исследований. В их числе свыше 4000 ПЦР-тестов и более 1500 обзорных рентгенограмм грудной клетки. В настоящее время на лечении в стационаре находится 60 и более человек. В Министерстве иностранных дел состоялась встреча министра Инала Ардзенба с руководителями международных неправительственных организаций, осуществляющих свою деятельность в Абхазии. Инал Ардзенба отметил первостепенную роль ведомства как координирующего органа деятельности, проводимой международными организациями. Министр выразил надежду на тесное сотрудничество с НПО. Мы предлагаем активно взаимодействовать, прежде всего с точки зрения согласования проектов, которые будут реализованы, работать активно в рамках действующего законодательства Республики Абхазия. Будем заниматься и самым широким кругом вопросов по молодежи. Все, что касается их развития, максимального развития и максимальной вовлеченности в международные процессы, международные проекты. Завершилась совместная программа ЕС и ООН по улучшению среднепрофессионального образования в Абхазии. Проект стартовал в 2019 году. В рамках программы в республике была развернута работа по ремонту и оснащению колледжей, а также повышению квалификации преподавателей. За несколько лет помощь получили 3 колледжа. Был проведен ремонт и оснащены учебные помещения, открыты профильные лаборатории. К примеру, в Сухумском многоотраслевом колледже полностью заменили кровлю и окна, отремонтирован учебный блок с 3 аудиториями. Кроме того, в рамках программы проводились курсы повышения квалификации для педагогов. Главная цель программы – поднять престиж среднепрофессионального образования и привлечь школьников к изучению рабочих профессий. Все, кто принимал участие, вот мы достигли каких-то высот. Но это только малая вершина, которую мы хотели и достигли. Есть еще много вершин. И все это те, кто остается здесь, и преподаватели колледжей, руководители колледжей, представители неправительственных организаций, представители частного сектора, средства массовой информации. Я думаю, вот есть много вещей, которые надо двигать на следующий уровень, чтобы достигнуть и 2%, и 3%, масштабировать и привлекать как можно больше молодежи. Если молодежь будет пристроена с навыками, компетенциями, получит хорошую работу, мне кажется, экономически очень много может достичь. Мы надеемся, что у нас будет вторая фаза нашего проекта. Надеемся, что во второй половине следующего года мы начнем вторую фазу, будет работа продолжаться. Но я думаю, что в течение этого полгода или какое-то там время у нас будет, чтобы работа не стояла, чтобы она двигалась вперед. Расширенный репортаж о программе ЕС и про ООН смотрите в нашей программе 30 ноября.
Конституция Республики Абхазия. Актуальные проблемы развития и реализации. Под таким названием в АГУ прошла международная научно-практическая конференция. В работе научного форума принимают участие ученые из Российского университета дружбы народов. Мероприятие приурочено 27-летию со дня принятия Конституции Абхазии. До начала конференции ректор АГУ академик Олег Угварами принял гостей. Я думаю, наше сотрудничество может быть очень эффективным. Это наш, надеюсь, не последний приезд, и ваш к нам. Поэтому я думаю, что наше сотрудничество может быть очень интересным. Сейчас мы очень хорошие связи имеем с журналами, входящие в международные базы цитирования. У нас очень прекрасные связи, мы можем помочь, потому что для того, чтобы защититься в РУДН, не обязательно статья в Web of Science или Scopus, а рекомендованные журналы. То есть мы все можем вашим аспирантам помочь. Я думаю, что наши связи должны крепнуть. И я думаю, то, что мы сегодня оказались в этот день, когда у вас будет конференция, посвященная Конституции, я считаю, что это государственно-правовая ценность Абхазии. Это то, что концентрирует какой-то государственно-политический опыт, на котором воспитывается поколение новое уже юристов, и не только юристов, вообще молодежи. И мы горды тем, что я, например, участвую в этом мероприятии как юристы. Приветствую вас в стенах нашего многострадального, но не сдавшегося университета. Я хорошо знал и Козлову, которая раньше руководила филиалом. Там работают и бывшие наши выпускники. Да. Хорошо бы, чтобы они появлялись в Абхазии не только во время различных выборов, а появлялись, когда идет процесс подготовки, молодежи, которая завтра будет заменять нас. И поэтому, я вдвойне поэтому рад вашему приезду. Вы сейчас декан факультета, вы заведующая кафедрой. Повторяю, РУДН для меня очень важный вуз. В Абхазском государственном университете прошла еще одна встреча. Ректор АГУ академик Олег Угварами принял Энвера Бзагуа, одержавшего победу в шестираундовом поединке над Артемом Вычкиным в турнире бойцовского клуба РЕН-ТВ. Бой проходил в Москве 26 ноября. Репортаж Шазины Ханагуа. Ректор АГУ поздравил Энвера Бзагуа с победой. Олег Угварами рассказал, что он на протяжении 20 лет возглавлял Федерацию бокса Абхазии. Тогда не было профессионального бокса, но были профессиональные спортсмены. По мнению Олега Алексеевича, сегодня у молодых людей есть возможность для профессионального роста, но для этого им необходимо работать над собой. Здесь хорошая возможность для того, чтобы продвигаться. Вот два моих студента, которые вместе с тобой учатся, они уже даже Игорь Адлибый, чемпион мира по одной из версий и так далее. А Батал Чежия тоже очень хорошее достижение. И мы надеемся и на тебя тоже. Энвер Бзагуа многократно занимал призовые места на турнирах в Турции и за ее пределами. В 2019 году он впервые приехал в Абхазию и принял участие в международном турнире по боксу «Кубок государства Абхазии», где стал обладателем пояса чемпиона. Спустя некоторое время Энвер принимает решение переехать на историческую родину на постоянное место жительства. С тех пор прошло 2 года. Сегодня Энвер Бзагуа является студентом АГУ, принимает участие в поединках и выступает за Абхазию. 26 ноября в Москве прошел турнир бойцовского клуба РЕН-ТВ, где он вышел на ринг с абхазским флагом в одежде с традиционными абхазскими элементами.
Соперником Инвера был 42-летний боксер из Челябинска Артем Вычкин. Бой был тяжелым, но Инвер не уступил опытному спортсмену и достойно прошел всю дистанцию. Встреча продолжалась 6 раундов. По результатам поединка судьи приняли единогласное решение и присудили победу Инверу Бзагуа. Инвер у нас, конечно, в рейтинге был 723-й, соперник был там 400-й, грубо говоря. Вот, мы сейчас поднялись на его уровень. То есть, вообще такие рейтинги, скачки очень редко бывают, потому что 700-го начали. Ну, у нас соперник такой, мы выбрали специально такого соперника, чтобы мы поднялись по рейтингу, потому что я считаю, что у него есть хороший потенциал, и есть над чем работать, и ошибки, естественно, есть, их будем исправлять. Для 26-летнего Инвера Бзагуа это был второй рейтинговый бой. Первый он провел в июне этого года, где техническим нокаутом одержал победу над российским боксером Виктором Конкиным. Член сборной Абхазии по боксу Инвер Бзагуа отметил, что победа в турнире бойцовского клуба РНТВ принадлежит не только ему, но и всей стране. И это была очень хорошая победа не только для меня, для всей Абхазии. И я больше рад тому, что не только наши друзья смотрели и писали пожелания, а и люди из зарубежных стран, и те люди, которых нас не знают, которые они тоже мне писали, и я этому очень рад, потому что как получается, что мы даем им информацию об Абхазии, и мы как бы им тоже как бы предоставляем необходимую информацию через спорт. На данный момент даже с Турции нас пригласили на несколько турниров международных. И эти переговоры тоже продолжаются и на сегодняшний день. Меня даже пригласили для участия на Олимпиаде, но я как бы сказал, что я продолжаю свой профессиональный рейтинг в Абхазии. Уже совсем скоро Инвер Бзагуа начнет готовиться к очередному рейтинговому бою, который пройдет в следующем году. Шазина Ханагуа, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. У граждан республики появилась возможность получить специальность в сфере телевидения, интернет-журналистики, театра и кино. АГУ и Московский государственный институт культуры подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках также предусмотрен обмен студентами, преподавателями и научными сотрудниками, опытом и информацией по учебно-методической работе. Подробности в репортаже Симы Аргун. Московский государственный институт культуры – один из старейших вузов России. В настоящее время он осуществляет образовательную, научно-исследовательскую и культурно-просветительскую деятельность на всех уровнях довузовского, высшего, послевузовского, среднего специального и дополнительного образования по широкому спектру гуманитарных направлений. Соглашение о сотрудничестве с данным вузом инициировал Международный культурно-деловой центр Абхазии. На сегодняшний день это большой вуз, в котором обучается более 5000 студентов из различных регионов России и также из-за рубежа. В нем 33 кафедры. Есть аспирантура, есть диссертационный совет, то есть там можно защитить диссертацию, получить как первое высшее образование, так и повышение квалификации. Одной из форм образовательного и культурного обмена стало подписание соглашения между Абхазским государственным университетом и Московским государственным институтом культуры. Учитывая нехватку кадров в области журналистики, театра и кино, соглашение станет хорошим подспорьем в решении данной проблемы. В рамках реализации этого соглашения на обучение в этом вузе могут претендовать как абитуриенты, как молодые люди, закончившие школу и выбравшие для себя в дальнейшем профессию журналиста, так и уже люди из профессий, как говорится, да, те, кто работает на сегодняшний день в этих областях, которые я перечислил. Они могут приехать, узнать, что нового, как говорится, повысить квалификацию, получить соответствующие знания и уже с этими знаниями вернуться домой, чтобы воплощать их в профессии. Приветствуя гостя, ректор АГУ Олег Огварами отметил, что очень рад встрече с известным политологом и журналистом. Руководитель вуза уверен, что данное сотрудничество имеет большие перспективы. У нас сегодня очень важный гость. Наш брат. Человек, который родился в Житомире, потом жили в Киеве, окончил 2 вуза, в том числе и Киевский.
театральной. И мы его очень часто видим на российских каналах. Преподаватель кафедры журналистики, декан факультета медиакоммуникации и аудиовизуальных искусств МГИК Юрий Кот выразил благодарность руководству АГУ за оказанный прием. Он подчеркнул, что соглашение предполагает творческое сотрудничество между образовательными учреждениями. Знаете, когда я ехал сюда, наш ректор Арсений Станиславович Миронов, ректор Московского государственного института культуры, передавал нижайший поклон всему вашему коллективу с огромной надеждой, что мы все-таки сможем с вами реализовать какие-то общие проекты, что наши дети будут взаимодействовать, наши преподаватели будут взаимодействовать. Я вижу будущее, потому что мы с вами закладываем, наверное, какую-то очень важную крупицу, вот как раз вот тех самых фундаментов, на которых надо строить нашу цивилизацию. На встрече присутствовал вице-премьер-министр финансов страны. Владимир Делба сам окончил АГУ и проработал в ВУЗе несколько лет. Вице-премьер уверен, что соглашение будет реализовано в полной мере и даст результаты. Несомненно, конечно, уверен в том, что вот все, что сейчас обсуждается здесь, в стенах университета, все намерения, они полностью соответствуют условиям договора. Университет очень надежный, Абхазский государственный, его замечательный профессорско-преподавательский коллектив всегда способен выполнять очень-очень важные государственные задачи. На этом я лично сам убедился, начиная, наверное, со студенческой скамьи, ну и потом какое-то время мне посчастливилось работать под руководством Олега Алексеевича. В рамках договора будет осуществляться обмен студентами, преподавателями и научными сотрудниками, опытом и информацией по учебно-методической работе, учебными планами и программами. После подписания этого соглашения у представителей Московского государственного института культуры состоялась встреча с представительством Россотрудничества в Республике Абхазия, где как раз вот эти вопросы обсуждались. Если все сложится благополучно, то ВУЗ будет включен в перечень список высших учебных заведений, которые предоставляют на бюджетной основе места нашим абитуриентам, и наши ребята или уже профессиональные люди, которые работают в этих сферах, смогут проходить обучение на бюджетной основе, то есть для них это не будет ничего стоить. Сотрудничество АГУ и МГИК должно заложить основы создания общего образовательного и культурно-творческого пространства. Сима Аргундаурина, Пшпасаида Гухава, Абхазское телевидение. Ушел 30 минут назад. Съемки документального фильма под таким рабочим названием прошли в Ачимчирском районе. Почти 30 лет железнодорожник Гиви Зантария работает на станции в селе Тамыш. И не важно, что здесь уже много лет не останавливаются поезда и не высаживаются пассажиры. Наш следующий сюжет о том, как благодаря труду человека удалось сохранить одну из красивейших станций Абхазской железной дороги. А также о том, почему Гиви Зантария стал главным героем документального фильма. Репортаж Гугуцы Вардания. Тихая, уютная, аккуратно выкрашенная в светлые тона железнодорожная станция в селе Тамыш. Утреннее спокойствие нарушает звук мотора. Это Гиви Канович спешит на любимую работу. В свои 72 Гиви Канович с легкостью садится на квадроцикл и добирается до ставшего за 30 лет почти второго дома. Именно столько времени он работает на этой небольшой железнодорожной станции, за которой попросили присмотреть сразу после окончания грузино-абхазской войны. Это небольшая комната внутри станции, как будто машина времени с легкой ноткой ностальгии. Плакаты на стенах напоминают о разных периодах истории. Здесь практически все сделано руками Гиви Кановича. Аккуратно побеленные опоры и арки, столбы, двери, скамейки, вычищены пути. Везде чувствуется вкус и душа. Исхазгылы дерге. Насара şu tasarki ama zamazdı bir sınta da sarki kabra dejur koç koyama namzar. Anaktu gan jirgi ama zamaz sarki sıra gama zamaz. Ay bir şey neyse.
يرس حبد عيد رادناي هاد بس سارك كوزامي زم بريوب يسخون خنس يقام زوسخاك возможно згисет сейхет я и ситихет я ахту за размер козиксины фиштихет а размер козигнесиш и пкани разек яшны нас рабочие сыртан. Поезда здесь никогда не останавливаются, не высаживаются и пассажиры. Проверить стрелки, встретить проходящий поезд и доложить начальнику Очимчирской станции – в этом заключается ежедневная работа железнодорожника Гиви Зантария. Но вот уже 10 дней, как спокойствие на станции нарушает не только шум мотора квадроцикла Гиви Кановича, но и голоса российской съемочной группы, которая снимает о Гиви Зантария документальный фильм. Волей судьбы в туристическом комплексе Тамыш-Вилледж отдыхали режиссеры из Санкт-Петербурга. Творческие люди не могли не приметить эту станцию и ее хозяина. Прогуливались, увидели вокзал, были в шоке и заинтересовались. Очень быстро нашли через просто людей, так скажем, номер Гиви Кановича. Подошли к нему вечером, сказали: Гиви Канович, вот мы такие-то ребята из Санкт-Петербурга. Можно про вас снять кино? А Гиви Канович такой: да. Я бы хотел. Режиссер Мария Рудневская написала сценарий, затем подготовили презентацию. Далее обратились в Министерство культуры Абхазии и России, руководству Абхазской железной дороги и благотворительному фонду развития национального кинематографа. Все поддержали этот проект. Приняли решение действительно помочь этому коллективу, потому что документальное кино сейчас становится очень популярным и в Российской Федерации, и в Европе. Большое количество разных международных площадок, кинофестивалей существует. И данная творческая группа уже подала заявку на 6 кинофестивалей. Приехать сюда съемочная группа решила именно в ноябре, потому что осень в Абхазии необыкновенная, говорит режиссер. На вопрос, почему ее заинтересовало снимать здесь фильм, отвечает: это кино будут смотреть люди. Жизнь этого человека непрерывно связана с историей. Он пример того, как нужно любить дело, которым занимаешься. До того, как Гиви Канович стал начальником Тамышской станции, он работал проводником в пассажирских поездах. После получил профильное образование в Тихорецке. В своем деле он проработал без малого 46 лет. И ни дня об этом не пожалел. Кстати, в эти выходные Гиви Кановичу вручили грамоту за долгий и добросовестный труд. Ари нухадук, вчера вчера подара подвах вахцот куршукса, айхами усрохна, аджаба шпахет. Благодарим вас за труд, за добросовестный труд от руководства Абхазской железной дороги в лице Арсуа Ризовича Читанова. Примите, пожалуйста, эту грамоту. Спасибо большое. Спасибо большое. Дай Бог, чтобы я мог оправдать вас, что вы мне оценили так очень красиво все. Дай Бог, чтобы я еще чуть-чуть мог бы продолжить, еще и до конца довести эту станцию, чтобы она еще красивее была. Черновое название фильма о начальнике железнодорожной станции Гиви Зантария ушел 30 минут назад. Такое необычное название выбрано не случайно. К нему подходит отдыхающий, он говорит, спрашивают: а что, здесь поезда ходят? Он говорит: да, ушел 30 минут назад. В киноленте затронуты темы войны и семьи, красоты природы Восточной Абхазии. В нашей стране фильм планируют показать в сентябре будущего года, ко Дню Победы в Отечественной войне. Гугуца Вардания, Раму Камке, Абхазское телевидение. Во вторник, 30 ноября, состоится очередное заседание Кабинета министров. В повестке дня 7 вопросов, среди которых проект закона о республиканском бюджете на 2022 год и проекты законов о бюджетах государственных фондов. Кроме того, члены правительства планируют внести изменения в некоторые акты Кабинета министров в сфере здравоохранения. С 30 ноября по 5 декабря в Сухуми пройдет первый международный турнир по футболу «Система КАП-2021». Игры будут проходить на столичном стадионе «Динамо» и транслироваться на абхазском телевидении и по интернет-каналу «Система Спорт». В турнире примут участие 6 команд, занявших в чемпионате Абхазии с 1 по 4 место. Сухумский «Нарт», Гудаутская «Рица», «Гагра», «Динамо», «Сухум», «Гвардеец» из Донецка и «Динамо» из Краснодара. По сообщению Гидромедцентра, во вторник, 30 ноября, в Абхазии ожидается облачная
По сообщению Гидромедцентра, во вторник, 30 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода. Умеренный дождь, переходящий в сильный, возможно, гроза. В предгорьях и горах дождь со снегом. Снег. Температура воздуха ночью 11-16, днем 12-17 градусов тепла. Температура морской воды плюс 14 градусов. На этом информационный выпуск Камышев Шара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.